В блестящем исполнении необычайно чарующей магии музыкальных произведений был наполнен зрительный зал. Атмосфера прекрасного царила сегодня в Республиканском колледже искусств. Здесь состоялся отчетный концерт местных творческих коллективов. Мастерством исполнителей восхищалась моя коллега Лейла Агриева. Ловко перебирая струны инструментов, в унисон оркестр Государственного колледжа искусств исполняет мелодии из мировой классики, песни военных лет и национальные музыкальные произведения. То, что удалось прослушать, это и оркестр народных инструментов, который нам представил и песни военных лет, классику. Это очень дорогого стоит. И то, что зрительная аудитория, это детско-юношеская аудитория, это тоже очень радует. Тонкие звуки скрипки в исполнении Мадины Мужихоевой заставляют прислушаться к каждому звуку этого музыкального инструмента. В зале гости из Министерства культуры, Республиканского дома народного творчества и Государственной филармонии. Очень отрадно видеть, что ребята сегодня, выступая на этой сцене, повысили уровень своего мастерства. Очень хочется сказать большое спасибо всем педагогам, руководителю этого колледжа, который, несмотря на все условия, которые сегодня затрудняют эту работу выполнять в той мере, в какой она должна быть, тем не менее работают, трудятся и дают первые результаты этого труда. Итоги результатов профессиональной и творческой работы колледжа за учебный год. Так можно назвать отчетный концерт работников культуры. В этом году ребята колледжа выступили в нескольких конкурсах и фестивалях. Исполнители на народных инструментах участвовали в конкурсе в городе Нальчике, привезли дипломы 3-й степени и 2-й степени. Ребята хореографического отделения выступили в фестивале, проводившемся в Нальчиком, и заняли 2-е место. То есть успехи ребят и педагогов как бы налицо, и поэтому коллектив педагогический и студенческий решили вот таким концертом завершить свой учебный год. В программе лучшие номера и выступления студентов всех специальностей Республиканского колледжа искусств. Студенты вокального отделения исполнили различные композиции, в том числе и русскую народную песню «Ой, понад Волгой». Ой, понад Волгой леса зеленеют. Лейла Агриева, Ислам Хамхоев, Дэни Тимурзиев, песни Ингушетия.